Siz mənə fikir verməyin, oxuyanda, televizora baxanda işıqları yandırın. Bu göz sağlığını qorumağa yardımcı olur. Бывшая руководительница 1,5 года не оставляет в покое и pытается выжить не с нового места работы. Uzun etraflı. Deyir ki, 44 yaşlı qadın yazıb bunları. Etrafı müəllifi odur. Работала неофициально в парикмахерской. Было очень хороший, но таки чудесной до момента ухода, а тут резко стало плохой. И работы мои стали плохими. Я вернулась в прежний салон, где мне были не рады все две коллеги. Руководителю было пофиг, она поддерживала эту дедовщину. Где я не могу взять трубку, чтобы записать клиента. Любой входящий человек, чей-то, хотя сам человек ни сном, ни духом об этом. В итоге одна из них специально устроилась туда, откуда я ушла, и они начали таскать сплетни, врать, хаять. В один прекрасный момент мне это просто надоело, и я ушла. Бывшая неофициальная руководительница поставила на Аву в мессенджере радостную картинку. Настолько была в радость меня выжить. Паранормальных коллег меня поддержали оттуда, но так и сказали: ты же понимаешь, бесполезно тут что-то делать. Причем одна из тех воровала краску, деньги из кассы, а руководителю это было неважно. Сейчас я на новом месте работаю, в новом салоне красоты. Взяла трубку, а там спрашивают, работает ли Татьяна. Мне бы вот к Татьяне записаться. То есть не сегодня, завтра она будет на пороге, и снова начнется это дерьмо. Прошло 1,5 года с момента, как я ушла с того первого места работы. Я не умею конфликтовать, сражаться. Рассказала сразу коллегам новым. Меня поддержали, сказали, у нас такого не будет. А я знаю, что такое нарцисс. Поработала с ней, и 1,5 года эта тварь не оставляет в покое. Не реагировать, как советуют, невозможно. Это мои заработок, репутация и мои нервы.